Услышать якутские сказки теперь может любой ребенок. Для этого нужно лишь зайти в интернет. Проектный офис развития Арктики «Пора» запустил цикл детских развлекательных передач, где педагоги знакомят малышей с самыми интересными сказками народов Севера России. Подробности у Максима Кардозу. Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами мы будем читать якутскую сказку «Девушка-хвощинка». Мифические существа, волшебные предметы, чудеса на каждой странице. Герои сказок народов Севера всегда отправляются в фантастические приключения, которые и взрослых удивить могут. Но настоящий восторг они вызывают у детей. Олени научили Эрмячина бегать быстрее самого быстрого из них и прыгать со стопки на стопку. Идея познакомить детей России со сказками северных народов пришла к специалистам проектного офиса развития Арктики весной, когда режим самоизоляции заработал на полную катушку. Эти чтения стали частью большого проекта «Пора все дома». Мы делали прямые трансляции, готовили блюда национальных кухонь народов Севера. И одно из направлений мы думали, как же привлечь активнее детей. И наши учителя придумали, что вот можно читать детям сказки. К каждому выпуску педагоги готовятся заранее, тщательно подбирают сказки. Здесь важно учитывать и содержание, добрый посыл, интересное повествование. И родителям удобно, включили там на YouTube сказку вечером, и можно своими делами какими-то позаниматься. А с другой стороны, мы таким образом с ранних лет приобщаем детей к культурам народов Севера. Вот так и зародилась идея. Мы подобрали разные сказки. У нас у нашего руководителя хороший собственный большой архив сказок народов Севера. В проектном офисе «Пора» отмечают, что интерес к культуре Севера особенно возрос в условиях коронавируса. Люди стали активнее знакомиться со своей страной. И речь не только о путешествиях. Многие с удовольствием открывают для себя Россию через фольклор коренных народов Арктики. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.